А сейчас я передаю слово арт-директору фестиваля, международного московского фестиваля имени Нуры Холмамедова «Звуки Дутара» Мамеду Сулеймановичу Гусейнову и Дарье Павловне Гусейновой. Сейчас состоится презентация сборника «Избранные вокальные сочинения для сопрано и фортепиано» композитора Нуры Холмамедова к 85-летию композитора. Здравствуйте. Очень рад вас видеть. Смотрю, там уже и Ашхабад подключился. Всем большой привет. И Петербург, и Астрахань, и Баку. Очень рад вас видеть. Я сегодня хотел бы рассказать о той новинке, которая у нас вышла. У нас каждый раз что-то выходит в рамках фестиваля. Это научные сборники, несколько вышло наших конференций. И вот в этом году мы к 85-летию подготовили такой сборник, который мы очень давно мечтали выпустить. Но, зная, что Нуры Холмамедов очень тщательно относился к нотному тексту от рассказов Гульсултан Кылычевны, его вдовы, она рассказывала, что он прям, можно сказать, мучил издательство, по несколько раз заставлял переделывать, если находил какие-то ошибки, потому что у него особая ладовая система, и если не там, где нужно поставить бикар или бемоль, то это уже все портит, всю ладовую картину. Также сегодня вот Владимир Абрамович Гуревич подтвердил эти слова, что Нуры Холмамедов это просто был какой-то фанатик, можно сказать, по нотному тексту. Ни в коем случае он не мог простить, если были бы ошибки. И вот мы этот сборник, когда задумали, вот Дарья Павловна написала диссертацию по вокальному циклу «Недослушанные песни детей Хиросимы и Нагасаки». Очень интересные находки по интерпретации она нашла, сделала. И когда мы начали готовить этот текст, то нужно было обратиться к рукописям, уже напечатанным нотам, все сравнить, все, чтобы вот именно тенденцию Холмамедова не нарушить, то, что он очень не любил, если есть ошибки в тексте. Поэтому этот сборник вышел без единой ошибки, с его, да, с его указаниями из рукописей, там, потому что я в печатных текстах многое не нашел там по нюансам. Они, может быть, лишние, там, например, петь нарочито, как-то там какие-то такие, знаете, не, можно сказать, не академические названия терминов, нюансов. Но я думаю, что раз композитор собственноручно это писал, это нужно было отразить в тексте. И поэтому мы все это отразили, все это сделали. Также вот в этом цикле вышел вокальный цикл на стихи Генриха Гейне. Как вы знаете, этот цикл был создан для бас-баритона. Вот Владимир Абрамович первый исполнитель фортепианной партии, да, вместе с певцом. Это был создан для бас-баритона, и как-то его мало исполняли. Вот Дарья Павловна сделала редакцию для сопрано, и мы его теперь очень исполняем много. Вот вчера был концерт в честь 85-летия Холмамедова, мы это все исполнили. Также мы столкнулись с тем, что когда вот наш фестиваль, мы создали библиотеку электронную в рамках фестиваля, чтобы исполнители пользовались этой библиотекой. И возникла такая трудность, что туркменские романсы трудно учить вот из других стран, там, из Армении, из Туркменистана, не из Туркменистана, а из России. Очень туркменские романсы трудно учить. И были вот такие вот пожелания, что можно какие-то переводы на русский язык. Ну, в общем, мы попросили Жанну Леонидовну Смелянскую, это исполнительница роли Айны в фильме «Решающий шаг», сделать русский текст колыбельный. Вот она сделала русский текст, и в этой книге выходит этот романс, это колыбельная именно на русском, с русским текстом. Сегодня мы вам хотели бы проиллюстрировать романс, который
входит в цикл Генриха Гейна, вот 3 романса на стихи Генриха Гейна. Это «Сердца людские рвутся». Очень сложный романс и интересный. Пожалуйста, Дарья Павловна. Да. Сердца людские рвутся. Уважаемые коллеги, позвольте я скажу пару слов о своей исследовательской работе, которая была проделана. Работа была совершенно непростая, я бы сказала, крайне увлекательная, захватывающая и фундаментальная. Я представляю вашему вниманию редакцию для сопрано-вокального цикла «Недослушанные песни детей Хиросимы и Нагасаки». И в этой работе я решила поделиться результатами своего многолетнего исполнительского и исследовательского опыта. Впервые я стала исполнять
произведение величайшего туркменского композитора Нуры Халмамедовой в 2014 году. Будучи студенткой, будучи музыкантом, который погружается в глубины фундаментальной музыки. И так складывалась моя творческая биография, что у меня теперь огромный опыт и огромный репертуар именно туркменской академической музыки. Многочисленные выступления на многих мировых площадках Америки, Европы показали уникальность и актуальность этой музыки, что люди с необыкновенным интересом и глубоким осмыслением понимают и проникают в суть композиторского посыла. Моя главная задача всегда состояла в том, чтобы музыкальные произведения, которые артист представляет публике, были восприняты публикой, чтобы они звучали современно и актуально. И особенно это сложно оказалось продемонстрировать из-за специфики звучания вокальных сочинений Холмамедова, потому что присуща тонкая гармония восточная и европейская музыкальная традиция, они сплетены, и для восприятия это оказалось, наверное, уникальной задачей. Вокальный цикл «Недослушанные песни детей Хиросимы и Нагасаки» возник у композитора и создался в 1981 году, когда были приобретены стихи для своего сына Ашира. И композитор задумался о колоссальной трагедии японских детей и японского народа, что эти стихи и песни оказались неуслышанными. Работа над циклом была трудная и очень захватывающая. И вы знаете, я хотела еще сказать, что в данном сборнике, помимо того, что я соприкоснулась с исполнительскими открытиями музыканта, так сложилось, что Холмамедов открыл и живописную художественную грань творчества музыканта. В этом сборнике использованы художественные иллюстрации, выполненные певицей Дарьей Гусейновой, как раз колыбельной Нуры Холмамедова, которые все туркменские женщины, да, я хочу продемонстрировать нашим зрителям, все туркменские женщины поют своим деткам, и кажется, что эта музыка уже стала народной. И также использованы иллюстрации к циклу Хиросимы и Нагасаки. Главный посыл композитора, чтобы трагедия для человечества больше не повторялась. Использован художественный наив, восприятие детского рисунка. И в этой работе художественной заключены как раз все романсы. Кукушка, канарейка. И финальная точка. Посыл Нуры Холмамедова, обращение к человечеству, чтобы данная трагедия никогда больше не повторилась. Позвольте исполнить для вас финальный романс «Канарейка». Глубоко философская тема Творца и власти, художника и жуткой разрушительной силы. Канарейка взаперти.
Мы хотели бы подарить фонд библиотеки, нашей любимой, нашей известной библиотеки, которую мы тут вообще практически дневали и ночевали, когда учились и когда писали диссертации. Спасибо вам, что вы сохраняете все это. И я надеюсь, что будут пользоваться ваши читатели. Да. Потому что сейчас огромное спасибо, потому что сейчас действительно очень как-то еще не восстановилась связь между нашими народами с тем, чтобы мы получали те ноты, те звукозаписи и так далее, книги из ваших республик. Поэтому такой подарок, он очень ценен. Безусловно, он займет свое место почетное на полках, и мы всячески будем пропагандировать. И с вашего разрешения, может быть, мы на сайте дадим открытую просто рекламу этому изданию, чтобы вы были не против, но наши читатели поняли это. Спасибо. Спасибо огромное. Да, я очень рад, что все мои сборники у вас есть. Я тут недавно обнаружил, да, что, ну, это, наверное, вам с книжной палаты привозят, поэтому я очень рад, что у вас мои сборники есть, и даже со статьей вот Елены Павловны Осиповой в скрипичном сборнике, там ее статья, и вы тоже это отразили, так что я рад, что у вас все это очень так тщательно сохраняется. Спасибо.